Версію про російський слід у французькій трагедії серед перших озвучив Ахмед Закаєв, лідер чеченського уряду в екзилі, ворог Путіна і друг України. Відразу після паризьких терактів заявив, що їхнім замовником є російський президент. Зараз Ахмед Закаєв на прямому зв'язку з Лондона. Крім того, гостем ТСН є лідер кримсько-татарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв. Вітаю вас, пане Джемілєв. Добрый вечер, господин Закаев. Добрый вечер. Вы, конечно же, следите за событиями в Европе. Что указывает на кремлевский след? Какие у вас основания считать Путина главным заказчиком терактов? И давайте начнем с Лондона. Знаете, я считаю, что меня могут обвинить в предвзятости, но, тем не менее, сами факты говорят именно о том, что за этими акциями стоят интересы России и российского государства. Я хочу привести просто несколько примеров по этому поводу. Вы знаете, что у чекисты имеют абсолютный опыт решать свои проблемы и решать эти проблемы, увязывая их с международными проблемами. В 1944 году, когда депортировали чеченцев, ингушей, татар и других народов, Сталин увязал этот вопрос с проблемой нацистами, сказав, что чеченцы сотрудничали с нацистами, хотя в тому времени нацистов не было на территории Чечни. И другой вопрос. Когда после второй начала военной кампании американцы, Европейский Союз, Европарламент и Совет Европы все однозначно начали осуждать Россию за действия, за те военные преступления, которые Россия совершает в Чечне. И в это время один из самых приближенных людей Путина сказал о том, что в ближайшее время они сделают все, что Запад, Америка и Европа будут на стороне в этом конфликте, на стороне России. И, в принципе, произошло 2001 год нападение на Америку. И вы помните, первым, кто позвонил в Америку, это был Путин. И в своем выступлении он заявил о том, что да, Россия готова сотрудничать и вступить в международную коалицию по борьбе с международным терроризмом, но взамен этого требует, чтобы ситуацию в Чечне рассматривали в контексте борьбы с международным терроризмом. И вы знаете, что именно с этого времени, в принципе, чеченский вопрос отошел на второй план, и Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки начали сотрудничать с Россией и с российским государством. Дело в том, что еще в свое время Рейган сказал о том, что, комментируя ситуацию или противостояние СССР и США, сказал о том, что если бы у нас был бы общий враг или общий противник с СССР, то нам было бы легче сотрудничать и взаимодействовать. Но, к сожалению, у нас нет. И сегодня чекисты, последователи еще того периода и Сталина, и Берии, они изучили один момент, что необходимо находить общего врага с Западом. И сегодня, когда в связи с тем кризисом и с теми санкциями, которые Запад, Америка и Европейский Союз объявили России, Россия находится на кризисе на пороге экономического кризиса, который, естественно, в последующем выльется в политический кризис. И российские спецслужбы должны сделать все, во что бы то ни стало, сделать так, чтобы, найдя этого общего врага в лице, очередной раз в лице исламских так называемых террористов, найти общего врага с Западом с тем, чтобы они сняли эти санкции. И вы знаете, что после трагедии, случившейся в Париже 7 ноября, российские официальные лица начали заявлять о том, что напоминать миру и Европе, что не Россия представляет угрозу Европе, а у нас есть общий враг, который представляет эту угрозу и для Европы, и для России. И вот все, что сказанное мной выше, мне как раз и... Я, исходя из этого, и делаю выводы, что единственная страна, которая была заинтересована в этом теракте, который произошел в Париже, это была Россия. Россия. Ми услышали вашу версію, а тепер слово вам, пане Джемілєв. Ви маєте що до цього додати? Ви настільки ж категоричні, чи, можливо, у вас є сумніви? Нет, пока не пойманы преступники, не состоялся суд, не вынесен приговор, конечно, определенно сказать, вот то-то, то-то, очень трудно. Но когда совершаются такие преступления громкие, сразу же и следователи, и общественность задается вопросом, кому это выгодно.
И вот тут, конечно, взвешивая все, приходишь к выводу, что вот эти теракты больше всего выгодны именно России. Отвлечь внимание мировой общественности от того терроризма, который совершает Россия в отношении Украины, к так называемому исламскому терроризму. Ну, выдвигаются и разные теории. Например, российская Life News, самая такая проправительственный канал, уже выдвинул теорию, что будто бы это организовали американцы. Правда, там логика нулевая, но тем не менее человек решил засветиться, там какая-нибудь американская, это, видимо, потом ему зачтется. Но вот то, что именно вот этот теракт будет соответствовать интересам России в плане отвлечения от тех преступных деяний, которые она совершает в отношении Украины, это, конечно, очень весомый аргумент. И кроме того, вот это преступление очень будет активизировать фашистов. В первую очередь, тут правильно было упомянута партия этой Мари Ле Пен, а также других фашистов в других странах, там, будь то Венгрии, там, Болгарии. А фашисты во всех странах, как правило, я это вижу и в Совете, парламентской ассамблеи Совета Европы, всегда они поддерживают Россию. Дякую, пане Джемилев. Господин Закаев, вы направили обращение президенту Франции с призывом обратить внимание на Путина как на виновника тревожных событий. Услышал ли вас Франсуа Олланд и какова реакция европейских властей на подобные версии? Знаете, я, в принципе, в своем заявлении лично не обвинял Путина, потому что я говорил как об одной версии, которую они должны учитывать во время проведения своих расследований. И я знаю, что это заявление, мое письмо дошло до администрации, и это взято на вооружение соответствующими структурами, которые и будут делать аналитические выводы, и раскладку, и выводы, и рассматривать все версии. Поэтому я думаю, что Мустафа Джемилев абсолютно прав. Еще одно подтверждение тому, что почему это России было выгодно. Да, безусловно, вот такого рода акции, если произойдут еще в Европе, что нельзя исключить, потому что вы знаете, что несколько экспертов Англии и Америки, они высказывают свои опасения, что может ряд таких акций повториться в европейских странах. Это, конечно, подтолкнет ту массу или группу лоббистов России, которая будет призывать Европу и международное сообщество отменить санкции против России и взять их в коалицию по борьбе с общим противником. Вот. Даже и тут у меня следующий вопрос. Могут ли Запад и Россия оказаться по одну сторону баррикад, как уже предвещают российские СМИ? Да, безусловно, они это предвещают, потому что вот это как раз-таки еще раз подтверждает мою версию, потому что вот эти все лозунги и оттуда пошли. После 7 числа сразу же официальные лица, Путин только выразил соболезнования, но подпудно другие политики начали высказывать и намекать на то, что у нас есть общий враг. И в связи с этим, конечно, сегодня те силы, в основном они находятся и во Франции, и в Германии, которые лоббируют интересы России и сегодняшнего преступного режима России, вот эти силы могут активизироваться. А вот насколько сегодня европейские политики или ведущие политики или руководители этих стран готовы противодействовать вот таким группировкам, это время покажет. Но меня радует одно. Единственный раз за все это время, несколько дней назад, Меркель, она заявила о том, что вопрос о снятии санкций против России возможно рассматривать только в том случае, когда будут отстранены причины введення этих санкцій. Понятно, большое вам спасибо. І останнє питання в мене до Мустафи Джемілєва. Чим ризикує Україна у зв'язку зі зміщенням фокусу уваги світових лідерів на проблеми тепер вже внутрішньої європейської безпеки? Ну, я, во-первых, не разделяю оптимизма кремлевских политологов, что будто бы Запад объединится с Россией в борьбе против исламского фундаментализма, против исламского так называемого терроризма. Я не думаю, что политики придут к заключению, что надо объединяться с другим террористом для того, чтобы там наказать третьего террориста. Эти надежды, я думаю, беспочвенные, но так, наверное, хочется Кремлю.
Но есть, конечно, в западных странах очень проплаченные, в том числе и депутаты, которые все время будут говорить о том, что вот, дескать, надо снимать санкции, надо объединяться с Россией, ибо существует такая грозная сила, как исламские террористы. Но в целом, я думаю, западные страны не пойдут на такую дешевую уловку. Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що про нові європейські загрози і російський інтерес у розхитуванні панічних настроїв у світі ми спілкувалися з лідером Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим і прем'єр-міністром Чеченської республіки Ічкерія Ахметом Закаєвим.